Последние 40 лет Ракия Апа живет в этой комнате. Своих детей у нее нет, а усыновленным, видимо, не до нее. В этой каморке она осталась одна с фотографией умершего в 1972 году супруга. Всю зиму в помещении было холодно, и долгожительница заболела. В городе есть дети моей сестры, но она давно умерла, и поэтому они даже не хотят навещать меня. Оказывается, местные власти раньше не слышали о Ракия Апа. О том, что она болеет и не может ходить, знали только ее соседи. Они ей помогали по дому. Сосед Асылбек Осмонханов старается каждый день навещать ее и приносить еду. Спасибо, что пришли навестить ее. За ней надо ухаживать, она часто болеет. Ее нынешний дом был построен в 1935 году, но из-за землетрясения он пришел в аварийное состояние. МЧСники приходили, смотрели, но ничего не сделали. Этот дом построил мой муж, он был сильный человек. Я не хочу отсюда никуда уходить, но хотелось бы, чтобы мне помогли отремонтировать его. Сегодня, когда Ракия Апа осталась одна, она не только вспоминает своего мужа, но и свою единственную дочь, которая умерла в 3 годика. Моя дочь умерла в 3 года. После этого я так и не родила. Я не раз усыновляла детей, но они потом отвернулись от меня. Сегодня бабушке Ракие не хватает человеческого тепла, заботы и элементарной поддержки местных властей. Она не помнит, когда в последний раз ее здоровьем интересовались социальные работники. Нургуль Саматова, Эдиль Мелиспеков, Общественный первый канал.